Рахмат, Данияр Ермекович. Урматтуу Жеңиш Барпеевич, урматтуу коллегалар, я думаю, от имени всех, наверное, граждан нужно выразить соболезнования погибшим. И мне бы хотелось у вас спросить, Жеңиш Барпеевич, может быть, мы посмотрим с другого ракурса на эту проблему, да? Я думаю, МЧС менен мына өкмөт мүчөлөрү, вы, в принципе, приняли к сведению все замечания. Я думаю, вы понимаете, где у нас минусы, плюсы, и дальше будете работать в этом направлении. Давайте подумаем о системе обязательного страхования. Давайте подойдем с этой точки зрения, потому что физически выселять человека очень сложно, потому что есть законопроекты с частной собственностью, о неприкосновенности частной собственности, есть какие-то моральные, наши привычки, наши эми салтыбыз бар да, мен ушу туулган жеримде көмүлөм деп азыр айтып атышса, мен аларды түшүнүп атам да. Может быть, подойдем с другой точки зрения о системе страхования. То есть в какой-то момент, чтобы люди понимали, что мы должны идти цивилизованным путем. И именно эти участки, селеопасные, сейсмоопасные, такие неустойчивые участки, будут особым красным маркером отмечены, и люди будут знать, что в какой-то момент, даже если это случится, они получат от государства компенсацию. Нам за 25 лет пора бы уже все-таки понять, что на пособиях, и вот это очень грубое слово, я не хочу его использовать, но психологию иждивенчества надо уже прекращать. Мы должны идти дальше, должны развиваться. И если вопрос о страховании возникнет, может быть, все-таки это придет с правительства, вы лучше знаете проблемы на местах. Давайте мурдакы сизге чейин болгон өкмөттө, к сожалению, некоторые моменты в популистическом плане колдонуп атып, ошол мыйзам өткөн жок да, мен абдан өкүнөм. Но я думаю, сейчас как раз настало то время, когда население поймет, зачем это надо. И с ДТП с авариями очень нужный законопроект, система страхования движимого и недвижимого имущества. И как раз таки по вот этим чрезвычайным ситуациям. Давайте об этом совместно подумаем. Я готова тоже быть соинициатором, буквально обойти всех коллег и на парламентских слушаниях быть активной, объездить, на местах разъяснить. Но мне кажется, это должно идти от правительства. Вот как раз таки от всех тех, которые сейчас вот вы перед нами сидите, потому что вы лучше нас знаете на местах, что происходит. Анан критикалаганда, конечно, жеңил. Я благодарна коллегам, которые туда лично выехали. Я знаю, сегодня целая фракция туда поехала. Ошақтан келген, ошақтан туулы өскөн коллегалардын эмоциясын сиз туура түшүнүңүздөр. Им больно, потому что к ним звонят. Даже мы в перерыве стояли, звонили, эмне кылып атасыңар, айтпайсыңарбы, тигинтпейсиңер деп кыйкырып урушкан сөздөр да болуп атат. Туура түшүнүңүздөр. И могу система обязательного страхования жөнүндө давайте ойлонуп көрөлү. Рахмат.